Амармынды. Шатар, бурятские шахматы. Это ТРГ, ладья. Повозка. Это ферзь. Бурятское название берсе. Мифическое животное. Похоже на льва. А это ее детеныш. Щенки или львят. Какие. Это король, хан. Конь, марин. Слон, тумен, верблюд. Вот так выглядит примерно бурятские шахматы, шатар. А тут международные шахматы или европейские шахматы. Вот. Тут ферзь, король, слон, конь, ладья, пешка. Как и в бурятских и международных шахматах, пешка ходит на два поля, могут ходить в начале партии, потом только на одно поле. И можно одно поле сходить в начале партии, когда она не ходила. А в шатар на два поля ходит только от короля пешка, королевская пешка и ферзевая пешка. На два поля ходит обязательно. Вперед на два поля. В начале партии в шатаре от ферзя, берсе и от хана, короля, на две пешки. Либо так только в начале партии. А в европейских международных шахматах только можно вот так, ну, любым другим ходом. Пешка вот так и вот так может ходить. Так, получается, он пешки вот так ходит, да? А в шатаре, получается, только вот от короля и от ферзя на два поля, потом по одному. И потом можно вот эти пешки ходить. А в шатаре только вот так на одно поле ходит. Потом после этих ходов, получается, это либо это. Хотя партия черная тоже так же. Потом пешка ходит только на одно поле вперед. Кушает пешка. Вот так кушают пешки. На вперед, на соседнее поле по диагонали вот так. Можешь сесть и вот так. Если очередь хода за белыми будет. Вот белые ходят первыми. Потом черные ходят фигуры. Вот, например, от ферзя сходим вот так. Черный обязательно от ферзя пешка на два поля ходит. Ну, либо вот так могут сходить. Ну, в этом случае сейчас белые могут так сесть. Так, получается слон, как и в шатаре, и в европейских шахматах слоны ходят, вот это получается белопольный слон на белом, который стоит, может ходить только по диагонали, только по белым полям. Называется поэтому белопольный слон. Вот так. И съесть может тоже по диагонали. Вот так. Так, любую фигуру может съесть вот так. Ну, либо вот здесь, если он так, здесь вот так может.
Либо она, если здесь, то так может сесть. Так ходит слон и кушает слон. Белопольный. Чернопольный слон точно так же ходит, только по черным полям, потому что он тут на черном стоял изначально. Ходит по диагонали по черным полям. Но по свободным полям может ходить. Вот через свою пешку он не сможет перепрыгнуть. Вот так, она должна быть свободна. Либо если черные перегораживают, то могут сесть вот так. Но перепрыгнуть тоже не смогут. Либо только сесть, либо отойти. Вот конь. Конь может ходить на 2 поля вперед и в бок. Либо на 2 поля назад, если он стоит так в центре, например, и в бок. Г-образно получается. Вот так. Так, на 2 поля назад и в бок. На 2 поля назад и в бок. И также вот так на 2 поля в бок. Еще раз в бок. То есть влево, вправо, на 2 поля. И один раз на 2 поля влево получается. И на 2 поля вправо. И один вниз, в бок получается. Либо вверх вот так. Г-образно получается. Также вперед на 2 поля. И в бок. И туда вот так. Г-образный. Конь может тоже перепрыгивать через свою или чужую пешку. Белую или черную. Также на 2 хода и в бок. Вот так. Вот так. Сейчас. Либо туда может сейчас ходить. 2 поля и в бок. Либо можем вон туда на 2 поля. Если свободно будет, вот так. Может сходить. Г-образно. Получается еще и ладья, он, да, ТРГ, повозка в шатаре. Вот. Ладья ТРГ можешь ходить вот так. По горизонтали, вот, в любое место. Да? Вот сюда можешь сходить, или сюда. По горизонтали и по вертикали. По свободным полям. Перепрыгивать не может через свою. Чужую может съесть. Вот так. Либо она здесь стояла, например, вот так съесть. Либо здесь она вот так съесть может. По горизонтали и по вертикали. Также в шатаре ходит ладья ТРГ. Так, ладью, слон, ладью. Узнали, как ходить. Конь как ходит, слон как ходит. Король сейчас покажем. Хан. Ходит на соседние поля. По горизонтали и по диагонали. Также кушает вот так. На одно поле вот так может скушать. Либо вот так может скушать. Либо вот так. Через свое не сможешь перепрыгнуть. Вот. Получается по одному полю. Влево, вправо, вверх, вниз по диагонали. Вот так. Он свободно вот так. В европейских международных шахматах есть рокировка. Это короткая. Так, ближе. Ходит сначала королем, клади. Там вот так рокировку делает. Это короткая рокировка. Но в шатаре не делают. Правил нет. Только можно искусственно создать вот так. Там через несколько ходов. Например, вот так. Это искусственно. То есть такого хода нет рокировки в шатаре. Но в международных шахматах есть. Например, а тут длинная рокировка. Если, например, ферзь здесь будет, король тоже идет к ладье. То есть король через одно поле вот здесь становится. А ладья через одно поле и через короля здесь становится. Она длинная. Потому что на одно
на одну клетку больше, получается, длинная рокировка. Но в шатаре нет такого правила, такого хода, как рокировка. Так, ферзь как ходит, покажем, да, на примере бурятских шахмат. Вот, бырсы, мифическое животное в виде большой собаки или льва. Ходит он в европейских шахматах, а и в международных шахматах. Он ходит по горизонтали, по вертикали, в европейских шахматах, и по диагонали. По всем свободным полям может ходить. По диагонали, по горизонтали, по вертикали. Как слон и ладья. Тыргы или тумын. Как ходит, это в международных шахматах. А в шатаре по горизонтали, по вертикали, как ладья. Но как слон может ходить только на одно соседнее поле. Как король по диагонали. Одно, если на белом стоит, например, на черном стоит, то здесь как чернопольный слон, только на одно поле. Как король, как хан будет ходить. И съедать также будет он так. Например, ну, по горизонтали тоже съедает. Перепрыгивать не может, как конь. Но съедает по свободным полям, как ладья, ферзь. То есть как ферзь, то есть как ладья, получается, ходит. И как слон, только на одно поле, как король на одно поле. Ну так, в шатаре ходит бырсы, как ладья, и как слон, только на одно поле. Так съедает тоже. Здесь на одно поле съесть. Либо, например, здесь съедает. Но если, например, здесь стоит по диагонали, то ферзь не сможет съесть так. Потому что только он ходит здесь. Если здесь будет пешка, да, черная, щенок это, то есть детеныш бырсы черного, так может съесть, получается. Но здесь, если стоит, то не сможет скушать. Так. Ну, посмотрели, получается, да, все ходы как ходят. Вначале как по шатару только вот так ходит, либо вот так. Также черный вот так, либо вот так. А потом пешки, как черные и белые, только ходят на одно поле. Съедают вот так. А в европейских международных шахматах можно так вначале сходить, либо так, либо вообще вот так. Как хотят, там разные. Там есть и дебюты разные, то есть начало, партии всяк разные есть. Так, ходят так. В шатаре только вот эти две пешки ходят на два поля обязательно. Либо с ферзевой, либо с королевской пешки. Черным и белым. Сейчас. Такое правило. Ну и покажем, как шаховать и мотовать, да? Шах делается, например, шах, ферзь, да? Бырсы. Такую черного хана. Вот так, например, он шах поставлен. Это будет шах. Либо вот так будет шах. Либо ну, вот так получается. Оно так стоять не может, вот так совсем близко стоять не может. Потому что под шах с короля не ставить. Вот так близко он. Ну, вот так можно шахом. Ну, так-то в своем ходе, да? А вот черный король, например, вот так не сможет под шах становиться. То есть, что получается? Под шах может не сможет становиться. Его только шахует, получается. Вот. Король с королем, например, стоят. Они не могут стать вот так. Потому что под шах становится, получается.
Это они вот так только могут стоять. Либо вот так. Но совсем близко не могут стоять. Они под шаг друг друга станут. Это оппозиция называется. Оппозиция королей. А вот здесь, например, да, так можно шахнуть. Шахнуть. Да, мы шахнули. А так-то вот этот может так